Все государственные работники России, входящие в перечень должностей, утвержденный указом президента Российской Федерации, ежегодно должны передавать информацию о материальном состоянии семьи в проверяющий орган, согласно федеральному закону о противодействии коррупции. Декларация для государственных служащих – утвержденная форма отчетности для предоставления сведений о доходах и расходах чиновника и членов его семьи. Декларация государственных служащих в 2020 году заполняется отдельно на каждого члена семьи. К ним относятся супруг, супруга и дети, не достигшие 18 лет на 31 декабря отчетного периода. Декларация подается в отдел кадров министерств и ведомств по истечении календарного года. Декларация является необходимым документом для контроля в области антикоррупции. В соответствии со статьей 8 Федерального закона о противодействии коррупции, должностные лица, это государственные, муниципальные служащие, лица, включенные в специальные перечни, они обязаны предоставлять ежегодно сведения декларации о своих доходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера на себя и на супруга, и на несовершеннолетних детей. И также это касается депутатов, представительных органов муниципальных и государственных этих субъектов, тоже обязаны представлять указанные сведения. Указом президента России утверждена форма справки, в соответствии с которой лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, отчитываются о своих расходах и об источниках получения средств на совершение сделок. Лица должны предоставлять данные сведения ежегодно, это срок 30 апреля, ежегодно они отчитываются за прошедший отчетный год, то есть это за период с 1 января по 31 декабря каждый год обязаны отчитываться. Справки, декларации предоставляются представителю нанимателя, как правило в отдел кадров, представляются в бумажном виде, заполненные с использованием специального программного комплекса справки БК. Эта программа общедоступна на сайте kremlin.ru, оттуда можно скачать и удобно выполнить на данной программе. Предоставляются сведения на себя и в том числе отдельно справки на супруга и на каждого несовершеннолетнего ребенка по отдельности. Учитывая имеющиеся проблемы коррупции, президент России дал поручение субъектам Российской Федерации создать независимый орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Указом главы Якутии создано управление при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В компетенции управления входит проверка и контроль достоверности сведений, представленных в декларации. Наше управление занимается проверкой достоверности сведений, представленных лицами, замещающими госдолжность, мундолжность и государственными гражданскими служащими категории руководителей. Что же это значит? Это значит, что в период декларационной кампании мы осуществляем прием этих сведений, их анализ и по результатам анализа назначаем проведение проверок. К нашему ведомству относятся только министры, заместители министров, руководители комитетов, департаментов и ведомств, которые относятся к категории руководителей в соответствии с реестром о государственных должностях и должностях государственной гражданской службы. В отношении просто государственных служащих занимаются кадровые подразделения министерств и ведомств. В отношении муниципальных служащих такие же полномочия выполняют подразделения кадровые, которые имеются в каждом органе местного самоуправления. С 1 января 2020 года полномочия по осуществлению мер по противодействию коррупции в сельских поселениях, расположенных в муниципальном районе, будут полностью относиться к компетенции муниципального района. То есть, если раньше в каждом муниципальном сельском поселении был ответственный по противодействию коррупции, и глава муниципального поселения осуществлял эти функции по отношению к своим муниципальным служащим, то с 1 января 2020 года все переведено на уровень муниципального района. Остаются такие же полномочия у городских округов. С этого года декларацию в виде справок о доходах государственным служащим надо предоставить в кадровые службы своих министерств и ведомств, а муниципальным служащим в кадровую службу муниципальных районов и улусов Якутии. И сделать это надо до 30 апреля. Непредоставление данных сведений, либо предоставление ложных сведений о доходах, об имуществе и так далее, предусмотрена ответственность. Это часть 9 статьи 8 Федерального закона о противодействии коррупции, согласно которому за данные факты лицо может быть освобождено от занимаемой должности и уволено, соответственно, с государственной или муниципальной службы.
в городе Якутске, прокуратура города Якутска проводила проверки в 2019 году справок о доходах, представленных муниципальными служащими. Да? За год было выявлено свыше 180 нарушений, принято 5 актов прокурорского реагирования, и по ним, значит, 48 должностных лиц, это муниципальные служащие и иные должностные лица, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Проверки проводятся, значит, по инициативе прокуратуры. Да? Это у нас действует приказ генерального прокурора номер 454, согласно которому прокурорам предписано на системной и постоянной основе в инициативном порядке проводить проверки в соответствии представленных деклараций, да, о доходах, об имуществе чиновников всех уровней. То есть прокурор может в инициативном порядке проверить данные сведения у депутатов, у чиновников на муниципальном и государственном уровне. Управление при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 1 января 2020 года получило полномочия по увеличению мер ответственности за предоставление недостоверных сведений, предоставляемых декларацией о доходах. Значит, нашему управлению подконтрольны лица, замещающие муниципальную должность. Кто же это такие? На настоящий момент это 5002 лица. Они делятся на следующие категории. 445 глав муниципальных образований, 19 председателей контрольно-счетных органов местных и 4542 депутата. В том числе это председатели представительных органов всех уровней. Там у нас же делятся и районные депутаты, и городские депутаты, и сельские депутаты. Значит, что делает наше управление по отношению к ним? Мы собираем у них сведения о доходах, их анализируем, проверяем и при наличии оснований назначаем проведение проверок. В ходе проведения проверки мы устанавливаем в том числе соблюдение ими запретов, ограничений и требований, которые установлены к лицам, замещающим муниципальные должности Федеральным законом о противодействии коррупции. В случае выявления нарушений в свете принятых изменений федеральным законодательством с 1 января 2020 года, кроме возможности освободить их от должности по утрате доверия, мы сможем применять в их отношении иные меры, альтернативные меры ответственности. Это предупреждение, это в отношении депутатов освобождение от должности постоянно занимаемой, до прекращения срока их полномочий. То есть, если они являлись председателями комиссии в представительном органе, они уже не будут являться по результатам рассмотрения нашего заявления и, соответственно, принятия соответствующего решения представительным органам. У нас этих мер сейчас 5, помимо утраты доверия. Это значит, что граждане могут к нам обращаться с любыми заявлениями, если они видят нарушение коррупционного характера в действиях глав муниципальных образований. Еще раз поясню, что это у нас главы муниципальных районов, городских округов и сельских поселений. Если же они выявляют нарушения в деятельности муниципальных служащих какие-либо, они тоже могут обращаться к нам. Мы можем эти обращения держать на контроле и направить их для проведения проверки в кадровое подразделение органа местного самоуправления. Ответственные лица по противодействию коррупции органов местного самоуправления нами контролируются. В случае поступления какой-либо жалобы, которая требует принятия реальных мер по проведению проверки, по привлечению муниципального служащего к ответственности, мы, естественно, будем контролировать деятельность ответственного лица. Уважаемые государственные муниципальные служащие, не нарушайте федеральный закон о противодействии коррупции и предоставьте сведения о своих доходах до 30 апреля текущего года в свои кадровые службы и в управление при главе Республики Саха по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Рекомендую, значит, скачать с сайта Министерства труда и социального развития методические рекомендации, разработанные Министерством труда. Да? Там указано очень много моментов, надо эти рекомендации изучить в первую очередь. Да? Срок уже подходит, да, 30 апреля, надо заблаговременно сдавать, получается. Если какие-то сведения сдали ошибочно, да, то у служащего есть, значит, 1 месяц, да, чтобы представить уточненные сведения.